Уже близко, да? Можно. Добрый день, уважаемые участники нашего прямого эфира в Инстаграм. Министр финансов Республики Саха-Якутия Жандоров Валерий Алексеевич. Мы организовали этот прямой эфир сразу после принятия вчера на пленарном заседании Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия бюджета Республики Саха-Якутия на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Вкратце я хотел бы познакомить вас с общими параметрами государственного бюджета и основными направлениями расходов. Государственный бюджет на 2022, 2023, 2024 год был принят в параметрах доходы на 2022 год составили 264,5 миллиарда рублей, по расходам 267,6 миллиарда рублей. Дефицит при таких параметрах был небольшой, 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В чем особенность бюджета 2022 года, который вызвал достаточно оправданный интерес со стороны депутатов и был отмечен как главой Республики Саха-Якутия, так и председателем Государственного собрания Республики Саха-Якутия, как достаточно серьезный по своим параметрам. Дело в том, что утверждаемый бюджет перед началом следующего финансового года, он является утвержденным так называемым начальным бюджетом. И если сравнить, например, когда мы в декабре 2020 года утверждали бюджет на 2021 год, первоначальная позиция его составляли 225 миллиардов примерно, то сейчас мы входим в 2022 год на уровне 264,5 миллиарда, то есть почти на 40 миллиардов выше, чем это мы начинали в 2021 году. Но при этом в 2021 году за весь период года мы провели 3 уточнения государственного бюджета и будем заканчивать год на уровне в государственном бюджете сейчас в плане 280 миллиардов, то есть мы почти 55 миллиардов добавили в течение года. А сейчас мы уже начинаем позиции государственного бюджета с объема 264,5 миллиарда рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составляют серьезную сумму 151 миллиард и 114 миллиардов. Это трансферты из федерального бюджета. Самая значимая из них сумма, это, конечно же, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, то есть Республики Саха-Якутия, это 56,7 миллиарда рублей по доходам. Конечно, основные налоговые доходы, это у нас налог на прибыль, который составляет почти 54 миллиарда рублей, налог на доходы физических лиц 29 миллиардов, налог на добычу полезных ископаемых 20 миллиардов и налог на имущество организации 18 миллиардов. Также у нас достаточно серьезное поступление, так называемые неналоговые доходы. Это в объеме дивидендов по тем акциям, которые принадлежат Республике Саха-Якутия. Как вы знаете, основные это 25% в составе компании «Алрос», и по ним мы планируем получить порядка 14,4 миллиарда рублей дивидендов. Это по доходам. Расходы у нас составляют 267 миллиардов. Конечно же, основную сумму, более 50%, составляют это расходы на социальную сферу. При этом за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета составит 43 миллиарда рублей в 2022 году. Есть особенности в расходах 2022 года. Это мы впервые будем получать инфраструктурные бюджетные кредиты на развитие инвестиционных проектов. В этом году был произведен отбор комиссии при правительстве Российской Федерации во главе с председателем правительства Хуснуллиным. И мы представили 3 инфраструктурных проекта. Это развитие жилищного строительства в квартале «Воинская часть» в городе Якутске, в городе Неринге квартал Р и в Шатае по обеспечению жилья по Жатайской судоверфи. Я вот вижу первый вопрос.
Какие есть меры поддержки для жителей арктических районов? Необходимо отметить, что в этом году на программу Арктики, она у нас увеличилась с 350 миллионов до 1 миллиарда с лишним миллионов рублей. В этом году, в 2022 году, вернее, впервые из Минвостока развития России нам выделены средства, выделены средства на реализацию так называемых транспортно-логистических центров, ежегодно по 322 миллиона, почти на 900 лишних под миллиард рублей развития на трехлетний период. И в наших планах с нашим софинансированием выстроить во всех арктических районах товарно-логистические, транспортно-логистические центры, которые позволят обеспечить более устойчивое обеспечение развития доставки грузов в наши арктические районы. А льготы у нас стандартные для представителей коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, у нас предусмотрены льготы по транспортному налогу, по налогу на имущество для жителей Арктики. Кроме этого, мы в рамках развития традиционных отраслей, то есть домашнего оленеводства, мы увеличили ставку на поголовье оленей и при этом почти на 207 миллионов рублей увеличили финансирование развития именно домашнего оленеводства. И теперь за этой субсидией стоит обеспечение заработной платы, которая будет не ниже минимального размера оплаты труда и даже чуть выше. В этом году мы увеличили эту ставку. Это вот то, что касается по арктическим районам. Будет ли повышаться зарплата, у кого будет повышаться? Безусловно, обеспечение повышения заработной платы один из приоритетных вопросов. Вы знаете, что есть у нас по целевым, так называемым, категориям работников бюджетной сферы, которые повышение зарплаты идет в рамках указа президента Российской Федерации 2012 года. Этот уровень также будет, и на это мы предусматриваем 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Кроме того, мы повысили в 2022 году, будет повышение зарплаты прочим работникам бюджетной сферы. Он произойдет в 2 этапа. С 1 января на 3,6% и с 1 октября на 2,4%. Итого, по итогам 2022 года оплата труда бюджетных работников повысится на 6%. На это мы предусмотрели в бюджете 1 миллиард 390 миллионов рублей. Кроме того, у нас предусматривается миллиард с лишним на повышение минимального размера оплаты труда. Вы знаете, что минимальный размер оплаты труда в 2022 году будет повышенный. Например, он в нашей республике составит в арктической зоне 38 800 рублей, а в центральной части 34,5 тысячи рублей. И вот до этих уровней мы также предусмотрели 1 миллиард 200 миллионов рублей в резервированных источниках. Вот дальше промелькнули вопросы. Пока не вижу. Так, подождите минуточку. Вот здесь был какой? Так, оплачивается ли проезд детям в северных районах детских лагеря? Да, безусловно, хороший вопрос. В 2022 году будет предусмотрен 21 миллион рублей. Это на обеспечение проезда детей в пионерские лагеря. И кроме того, в целом по Республике Саха-Якутия за счет федеральных средств также выделяются средства в объеме 33 миллиона рублей в целом для обеспечения проезда детей в детские лагеря. Какая помощь будет оказана городу Якутску? Хороший вопрос. В этом году мы действительно разработали новую редакцию закона о столичных функциях, о столице Республики Саха-Якутия, в которой предусматривается субсидии на выполнение столичных функций. И в 2022 году это составит почти 7% от собственных налоговых доходов городского округа город Якутск. И сумма составит 560 миллионов
что выше, кроме того, как было в 2021 году. Это вот на прямые субсидии на столичную функцию. Но кроме этого, по различным государственным программам, конечно же, в городе Якутске будет продолжена поддержка дорожного строительства, достаточно большие планы, и вы видите, что у нас идет реконструкция проспекта Ленина, а также план дорожных работ и других улиц в городе Якутске. Кроме того, часть объектов, которые строятся, и школы, и детские сады также будут строиться и в городе Якутске. Сколько выделено средств будет ли повышаться зарплата? Что касается поддержки сельского хозяйства, то в этом году, на 2022 год, было принято решение главой Республики Саха-Якутия реализовать второй этап указа о развитии сельского хозяйства, закона о развитии сельского хозяйства. То есть сейчас субсидии будут выделяться и на мероприятия сельхозтоваропроизводства, на закуп мяса, на поголовье лошадей. Также ставка увеличена с 1500 до 3000 рублей, и на это предусмотрены соответствующие средства. Для организованного сельскохозяйства ставка на маточное поголовье крупнорогатого скота с 35 тысяч до 45 тысяч рублей. И вот вторая часть, которая идет на поддержку растениеводства. Это на поддержку субсидий на выращивание зерна, овощей, открытого грунта, которого до этого не было. И в целом, конечно, наша программа развития сельскохозяйства существенно увеличилась. Вот последнее решение при формировании во втором чтении закона о государственном бюджете республики было поручение увеличить первоначальным параметром на 1 миллиард 561 миллион рублей. Пересмотрите в рамках региона состав прожиточного минимума для социальной поддержки. Это реально сделать при сверхполномочиях. Но прожиточный минимум в нашей республике составляет порядка 17 800 рублей прожиточный минимум. Но при этом минимальный размер оплаты труда, вы знаете, как я сказал, он все-таки вот именно минимальный размер оплаты труда у нас составляет от 35 тысяч в центральной зоне до 38 тысяч с лишним в северной зоне. И на эту сумму как раз-таки у нас учитывается оплата труда по работникам бюджетной сферы, которая не может быть меньше этого. А прожиточный минимум у нас в первой зоне, это арктической зоне, на данный момент составляет 22 200 рублей, и в центральной зоне 18 613 рублей. Но сам состав прожиточного минимума определяется федеральным законодательством по Российской Федерации, и затем он корректируется по региону. В СМИ была информация о том, что в республике будут реализовываться инфраструктурные проекты. Нашли ли они отражение в законе о бюджете? И за счет каких средств будут реализовываться? Да, я вот уже упоминал, что в этом году субъектам Российской Федерации были выделены так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты из бюджета Российской Федерации. Они длительного срока, это 15 лет, и ставка льготная, 3% годовых представляет из федерального бюджета. И мы защитили 3 проекта на сумму 4 миллиарда 163 миллиона рублей вот этих кредитов, которые будут реализовываться в 2022 году, и в 2023 году будут выбраны эти бюджетные кредиты на развитие коммунальных сетей, жилищно-комплексной застройки в квартале воинской части в городе Якутске, квартал Р в городе Нерюнгри, и в Жатае общежитие и многоквартирный дом. И вот на обустройство инфраструктуры, подводящих сетей и так далее будут использованы вот эти бюджетные кредиты из федерального бюджета, что, конечно же, облегчит и удешевит строительство нашим застройщикам. Предусмотрена ли компенсация работодателям при трудоустройстве детей в каникулярный период? Предусмотрена ли компенсация работодателям
ИП при трудоустройстве детей в каникулярный период. Честно говоря, достаточно я понял этот вопрос. При трудоустройстве... Понятно, это вот трудоустройство детей в каникулярный период. Единственное, что могу сказать, ставился достаточно такой вопрос всегда. В каникулярный период, это вот если взять в Арктике, когда дети работают в оленеводческих стадах. Вот на это у нас действительно предусмотрены средства в департаменте занятости. И вот дети от 14 до 18 лет в каникулярный период будут трудоустроены в оленях пастбищах, в оленных стадах, как ученики детей оленеводов. Так, какой еще тут вопрос? Когда будет изменение в ППМИ в части населенных пунктов, имеющих 2 и более населенных пунктов, считаю несправедливым участвовать только по одному проекту, имея в муниципальном образовании 3 населенных пункта. Ну вот этот вопрос с нами изучается, но вот, допустим, на 2022 год программа поддержки местных инициатив, она остается пока в том же объеме, то есть 1 миллион 500 тысяч рублей мы даем именно на муниципальное образование. Ну вот в 2022 году давайте мы обсудим эту тематику, насколько мы сможем сделать дифференциацию при подготовке на 2023 год. Почему? Потому что сейчас уже проекты на 2022 год, они обсуждаются на предварительных собраниях муниципальных образований, и сейчас уже в декабре будет проводиться итоговое голосование по отбору проектов. Ну, а в следующем году давайте обсудим вот эту тематику. Будут ли заключены договора с недропользователями, кроме АЛРОС, с софинансированием соцпроектов региона? Ну, надо сказать, что Министерство промышленности у нас постоянно ведет эту работу. У нас более 40 договоров заключены с недропользователями, действительно, кроме АЛРОСа, по социально-экономическому развитию, в которой предусматривается участие в социально-экономическом развитии не только республики, но и районов. Кроме того, я могу сказать, что, например, с крупнейшим нашим компанией по газодобыче, с «Газпромом», у нас реализуется строительство 3 серьезных проектов. Это физкультурно-спортивные комплексы с катком, скрытым катком. Это в городе Якутске, в поселке Чульман, Нерюнгри, физкультурно-зрительный комплекс с катком. И в городе Алдане. Это инвестиции как раз-таки фонда социальной инициативы «Газпрома», которая будет уже в 2022 году, планируется ввод этих объектов в 4-м квартале. Кроме того, по так называемой программе социальной газификации участие «Газпрома» достаточно серьезное, и мы здесь тоже софинансируем реализация по газификации наших 11 районов, где у нас существует газоснабжение. И в рамках этой же программы в следующем году, в 2022 году, благодаря вот этой кропотливой многолетней работе главы Республики Саха-Якутия, депутата Государственной Думы Галины Кентин Данчиковой, наконец-то был решен вопрос о выделении средств на ремонт и строительство 3-й нитки газопровода, о которой постоянно говорилось, об повышении надежности данного трубопровода. И было выделено 2 миллиарда 800 миллионов. Кроме этого, будет и наше софинансирование почти в целом на этот период на 900 миллионов. И в целом программа социальной газификации составит 4 миллиарда 600 миллионов рублей с учетом и 2 миллиардов 800 миллионов федеральных средств на эту нитку. А вот в рамках этих мероприятий будет повышена устойчивость газораспределительных значит, станций и, кроме того, газораспределительных труб. И в населенных пунктах, кроме этого, порядка 58 миллионов также предусмотрено на оказание социальной поддержки тем гражданам, малоимущим гражданам для подвода газа в дома. Хватит ли в бюджете средств на завершение объектов, сдача которых запланирована к 100-летию Республики Саха-Якутия? Да, действительно хороший вопрос.
к столетию республики в свое время мы приняли такой план возведения 100 социальных объектов. Уже 76 объектов сданы к этому периоду. В этом году мы предполагаем сдачу 13 объектов. И остается нам завершить ввод в эксплуатацию 11 объектов в 2022 году, и они полностью будут сданы. Надо сказать, что в рамках инвестиционной программы на 2022 год всего у нас будет введено 46 объектов в 2022 году. Из них это 15 школ, 9 детских садов, 11 физкультурных объектов физкультуры и спорта, как я сказал, 6 детских садов, 2 объекта социального обеспечения. То есть ввод 46 объектов в год – это серьезно. И не зря у нас инвестиционная программа на следующий год составляет 42 с лишним миллиарда рублей на следующий год. Из них средства государственного бюджета – это 16 с половиной миллиарда, и 25 с лишним миллиарда это за счет средств федеральных. 42 миллиарда – это серьезный объем инвестиционной программы. И вот то, что вы задаете, конечно, будут завершены объекты, сдача которых была запланирована к столетию республики. Будет ли в дотации муниципалитетов учтены расходы по борьбе с ковидом, необеспечение СИЗом, антисептиками и так далее? Ну, в целом, по взаимоотношению с муниципальными районами, хотел бы тоже довести такую позитивную новость. В 2022 году у нас дотация муниципальным районам составит уже 22 с лишним миллиарда и увеличится на 2 миллиарда 100 миллионов. Это почти на 10% будет увеличение дотации муниципальным районам, на 2 миллиарда 100 с лишним миллионов. А вот и дальше у нас идут субвенции на выравнивание бюджетов поселений, самих поселений на слегов. Эта сумма увеличится на 1 миллиард 393 миллиона рублей, или почти, как мы знаем, на 15%. И вот эти дотации, они как раз-таки идут на возмещение, обеспечение проведения расходов вопросов местного значения. А то, что касается расходов борьбы с ковидом и СИЗами, то в основном, конечно, борьбу с ковидом проводят организации здравоохранения, которые находятся в полномочиях республики. То есть те медицинские учреждения, центральные районные больницы, участковые больницы, ФАПы, они финансируются за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. И поддержка борьбы с ковидом ведется также из средств государственного бюджета. Та часть, которая приходится на решение вопросов местного значения по СИЗам и так далее, то вот это увеличение дотации, как я уже сказал, до муниципальных районов на 2 с лишним миллиарда и на 1 миллиард 300 поселениям в следующем году. И в целом у нас дотации муниципальных районов составят 33 миллиарда. Я думаю, что в рамках этого как раз-таки возможно проведение этих расходов. А так, в расходах, вы знаете, есть целая методика. Мы в этом году провели большую работу с представителями муниципалитетов поселения и модернизировали, скажем так, методику распределения дотаций для поселений. И данный закон уже в Элтумене, в Государственном собрании Элтумен вчера был рассмотрен и принят с увеличением новых предложений. Работа была между тем в межведомственном составе 83 участников этой группы, из них 60 с лишним это были представители муниципалитетов, которые очень хорошо и плотно, продуктивно отработали изменения в этой методике, в которой как раз-таки предусматривались все виды, достаточно крупные виды расходов местного значения для расчета объема дотации. Здравствуйте. Насчет ЖКХ. Сколько предусмотрено в следующем году? Ну, вопрос насчет ЖКХ, сколько предусмотрено в следующем году, наверное, мы скажем, что сама программа жилищно-коммунального хозяйства и жилища, она предусматривает там средства и на жилье, но если взять ЖКХ, то основная из них это субсидия предприятиям ЖКХ
так сказать, так называемое покрытие недополученных доходов, межтарифная разница. То есть государство, республика выдает субсидию предприятиям ЖКХ, закрывая разницу между тарифами, которые для населения, это льготные тарифы, и между так называемым экономически обоснованным тарифом. У нас население в республике платит всего лишь 30% от экономического тарифа ЖКХ. Остальные 70% предприятиям ЖКХ доплачивает республика. А в следующем году это предусмотрено с учетом резерва на покрытие гарантий, государственных гарантий, выданных предприятиям ЖКХ, на сумму 22 с лишним миллиарда рублей. Да, на следующий год, в 2022 году, у нас пока недостаток от расчетной суммы годовой, а годовая сумма расчетной порядка составляет 26 с лишним миллиардов рублей. И в течение 2022 года нам предстоит работа по изысканию источников по покрытию вот этой недостающей суммы. Но для работы в течение первых 8-9 месяцев средств пока достаточно, а потом мы обязаны будем, конечно, предусмотреть дополнительные средства. Сколько средств республика получит по линии ФОМС, на какие цели будут направлены? А по линии ФОМС, территориальный фонд обязательного страхования, у нас получает субвенции из федерального фонда обязательного страхования на обеспечение деятельности всех медицинских учреждений. А в следующем году эта сумма составит 44 с лишним миллиарда, и особенностью является то, что в следующем году увеличение вот этой субвенции составит 6,9 миллиарда рублей. Это существенное увеличение, которое было возможно благодаря настойчивой работе главы Республики Саха-Якутия и депутатов Государственной Думы Галины Данчиковой, которые в течение 2 лет последних решали вопрос увеличения так называемого коэффициента дифференциации с 4,5 до 5,5. Наконец, это решение было принято, и территориальный фонд обязательного страхования в следующем году увеличится сразу на 6,9 миллиарда рублей. Ну, а направление, конечно же, идет это на цель обеспечения деятельности наших всех медицинских учреждений на территории республики, в том числе, конечно, основную сумму составляет заработная плата наших медицинских работников. Как вы оцените работу депутатов по обсуждению бюджета? Вот хороший вопрос. Дело в том, что в этом году нам пришлось работать над бюджетом в обсуждении Госсобрания достаточно в таком сжатом режиме. В связи с чем? В этом году, в связи с тем, что вы помните, были объявлены нерабочие дни, плюс все-таки работа в условиях ограничения санитарно-эпидемических норм, она достаточно напряженная. И вот объемы трансфертов межбюджетных из федерального бюджета в рамках рассмотрения федерального закона, федерального бюджета на следующий период, они были доведены до нас чуть позже. И в результате мы смогли получить данные по распределению дотации только 17 ноября. И поправки, связанные правительством с распределением вот этих сумм из федерального бюджета, были позже представлены на 3 дня в Государственном собрании ЛТУМН, и депутатам пришлось согласительные комиссии работы проводить и в субботу, рассматривать поправки правительства и поправки депутатов, и на заседании бюджетного комитета. Надо отметить, и вчера депутаты тоже отмечали, что работа была интенсивная, кропотливая, конструктивная, была рассмотрена в целом поправки правительства депутатов в объеме порядка 700 поправок. Это колоссальная работа, но она прошла очень конструктивно ключей, и на пленарном заседании мы вышли уже с таблицами тех принятых поправок. Какие-то были отклонены, но принято было достаточно большое количество. И во втором чтении, если такую техническую ремарку сделать, мы увеличили у нас бюджет от первого чтения на 32 миллиарда по доходам, на 34 миллиарда по расходам. И вот эти суммы, как раз таки распределение достаточно интенсивно мы рассматривали с депутатами. Поэтому я оцениваю работу депутатов достаточно конструктивную, совместную с членами правительства. Какова структура доходной части бюджета по основным источникам? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, могу повториться, что, конечно же, 4 вида доходов. Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых, поскольку экономика нашей республики
в основном, конечно же, представлены добывающими компаниями, так, добывающими отраслями, и налог на имущество организации. Вот эти виды структуры 4 налогов, надо сказать, в 2022 году они увеличились на 10%. Вот почему все говорят о том, что бюджет достаточно с особенностями, слова были уникальны, прецедентные и так далее. Это как раз было связано с тем, что несмотря на то, что сейчас у нас условия достаточно ограниченные с точки зрения пандемии 2021 года, продолжающиеся, тем не менее выход на устойчивый экономический рост вот в Республике Саха-Якутия он наблюдается. Именно следствием этого и увеличиваются налоговые доходы. А кто у нас, безусловно, формирует? Это, в первую очередь, алмазодобывающая компания, как основная отрасль алмазодобывающая. Затем нефтегазодобывающая отрасль, отрасль добычи, золотодобычи и угольной промышленности. Вот это основные составляют в структуре как по налогу на прибыль, как по добыче полезных компаний, по НДФЛ, так и по налогу на имущество. Именно они вносят, конечно, существенный вклад в эти 151 миллиард налоговых и неналоговых доходов. Неналоговые доходы, конечно, существуют. Тут основная доля это компания Алроса. Вот такие, основные источники. Каким образом складывается поступление в бюджет республики в следующем году от крупнейших отраслей промышленности, осуществляющих деятельность на территории республики? Об этом я уже сказал, что у нас основной, конечно, составляет доходы, это алмазодобывающая отрасль, она у нас формирует почти 52 миллиарда рублей, а это 34%. Затем нефтедобывающая отрасль, нефть и газодобывающая 13,5%, это порядка 20 миллиардов. Объем добычи угля это 8,7%, 13 миллиардов. И добыча золота это 7,4%, это 11 миллиардов. То есть это все виды налогов. Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, работников, которые работают в этих отраслях. Какие отрасли дают бюджету больше отчислений? Я уже назвал вот эти 4 отрасли. Ведущие, конечно, у нас алмазодобывающая остается. Это почти 52 миллиарда, а 20 миллиардов нефтегазодобывающая вторая отрасль. Предусмотрено ли в бюджетом в связи с проводимыми разграничениями по вакцинированности создание учреждений для невакцинированных, или это не граждан для государства? Конечно же, никаких разграничений, создания, тем более учреждений для невакцинированных, для вакцинированных, конечно, не рассматривается. Так? И, конечно, все граждане нашего государства являются гражданами без разделения, в зависимости от того, вакцинированы, не вакцинированы. Все они, безусловно, являются гражданами. И такой принцип никогда не закладывался и не будет закладываться по принципу создания учреждений. Сколько запланировано средств на пожароопасный сезон 2022 года? Действительно, в 2021 году мы столкнулись с серьезными явлениями пожаров на территории Республики Саха-Якутия. Было направлено достаточно средств и усилий как региональных, так и федеральных средств на тушение лесных пожаров. По итогам вот этого сезона глава Республики Саха-Якутия провел уже 2 больших совещания уже в этом году, чтобы начать подготовку к следующему пожароопасному сезону 2022 года. Первое, конечно, это то, что мы решали по оснащению техникой. И тогда вот глава Республики Саха-Якутия обратился в правительство Республики Саха-Якутия, в правительство Российской Федерации о выделении дополнительной тяжелой техники. Это автотранспорт, обусловленный цистернами для водоснабжения, и тяжелой техники, это ДТ-70, трактора, которые показали себя в работе по устройству мелиоризованных полос, по проведению полос защитных при тушении пожаров. И вот это решение было на 139 миллионов было выделено на приобретение вот этой техники уже в этом году, и она уже закупается.
А в следующем году мы предусмотрели для наших пожарных частей в течение 3 лет на сумму 361 миллион рублей закупа различной специализированной техники для наших пожарных частей регионального значения. И кроме того, уже заранее обсуждаются вопросы взаимодействия с федеральными силами МЧС по лесопожарной технике. Также большим результатом вот этой работы стала настойчивая работа, проводимая в последние годы главой Республики Саха-Якутия, правительством Республики Саха-Якутия, Министерством экологии по увеличению так называемой субвенций из федерального бюджета на вопросы тушения лесных пожаров, которые являются федеральным полномочием. И уже в следующем году эта субвенция существенно увеличится, что, конечно, позволит увеличить именно подготовку как профилактику, предварительную подготовку и создание, в том числе и минерализованных полос в населенных пунктах, приближенных к лесным массивам. Там у нас нормативы увеличились до создания в метрах ширины. Эта работа будет поставлена и, конечно, подготовка. И существенно увеличивается субвенция из федерального бюджета. То, что мы всегда ставили вопрос, помните, там 6 рублей на гектар, в то как в других субъектах до 12 рублей. Теперь эта сумма увеличена существенно. И я думаю, что поручение главы будет полностью исполнено. Заложены ли средства для контроля за состоянием мерзлоты на выгоревших лесных территориях, есть риск образования батагая? В целом, вы помните, что Росгидромет в этом году министр Минприроды Российской Федерации поднимал вопрос как раз-таки, чтобы в составе российской программы по метеорологии и наблюдению был наконец-то поставлен тот вопрос, который мы все время подавали, мониторинг вечно мерзлых грунтов на территории Российской Федерации. В целом, в арктической зоне на территории Российской Федерации, ну а, конечно же, большая часть составляет на территории Республики Саха-Якутия. И, наконец, в следующем году будет разработана система мониторинга именно на уровне российской программы. И это, конечно же, были предложения большей частью в предыдущие годы поставлены именно Министерством экологии нашей республики, правительством Республики Саха-Якутия. Поэтому эта работа будет достаточно системно выстроена по мониторингу, в том числе за счет федеральных средств. И если это будет финансирование, то будет и наше софинансирование, конечно же, и со стороны республиканского бюджета. Как быть с бродячими собаками? Зоозащитники ничего не могут сделать. Тема, конечно, это достаточно серьезная, относится к вопросам переданным полномочиям. Закон этот, вы знаете, достаточно постоянно модернизируется. Надо сказать, что методика расчета по обращению с животными без владельцев, вот эта методика с прошлого года она работает, и муниципальным образованием из государственного бюджета выделяется субвенция на исполнение этих полномочий. Расчеты были сделаны, в том числе и по расходам на содержание собак без владельцев. Отдельно стоял вопрос, где поднимались достаточно высокие требования к помещениям содержания вот этих приютов. Вот этот вопрос регулировался, а что касается содержания, этот расчет был полностью произведен, и эти средства распределяются муниципалитетам. Ну, надо сказать, к сожалению, допустим, в 2020 году часть средств этих муниципалитетов не была использована, была возвращена. Оставался вопрос только лишь решения вопросов создания приютов. А то, что касается питания, содержания, лекарственного обеспечения, ветеринарных процедур, на это средства предусмотрены и выделяются муниципальным образованием. В дальнейшем нам нужно решить вопрос об стандартных помещениях, которые для этого предназначаются, для того, чтобы строить новые или ремонтировать. Сколько средств заложено на медицину и образование? Ну, это действительно самая у нас
Основные расходы государственного бюджета взяты из социальной сферы: образование, медицина, культура, физическая культура, спорт, социальное обеспечение. На образование у нас заложено почти 56 миллиардов рублей из государственного бюджета. Кроме того, в образовании есть и расходы и местных бюджетов. Это вот на содержание, например, в детских садах и в образовательных школах. Это содержание помещений, это тоже еще есть в расходах местных бюджетов. А за счет государственного бюджета обеспечивается так называемый государственный стандарт самого образования, обучения и в детских садах, и в школе основная программа, в которой заложен большей частью, конечно, расходы на учебные, значит, оборудование, книги, материалы и на оплату труда работников в системе дошкольного образования, детских садов, в школах и среднепрофессионального образования с ПТУ. 56 миллиардов из государственного бюджета. То, что касается медицины, вы понимаете, он финансируется по двум каналам. То есть у нас страховая медицина, и поэтому медицинское учреждение финансируется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Как я уже сказал, почти 44 с лишним миллиарда рублей. Это из Территориального фонда обязательного медицинского страхования. А из государственного бюджета, кроме того, финансируется и порядка 14 миллиардов. То есть в целом на медицину у нас направляется за счет средств государственного бюджета и средств Государственного территориального фонда обязательного страхования 58 миллиардов рублей. Надо сказать, что, допустим, в этом году, в 2021 году, кроме того, ну и так же, как и в 2020, из резервного фонда правительства финансировались еще и мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это были средства и на приобретение кислородных концентраторов, на приобретение оборудования, медикаментов. Большую часть составляли дополнительные выплаты, стимулирующие медицинским работникам, которые и в настоящем момент до сих пор работают по оказанию помощи заболевшим ковидом и в красной зоне, и в целом. И в этом году они также, и как в прошлом году, в том же напряженном режиме работают, борясь за здоровье тех, кто попал в больницы. И, к сожалению, большей частью в больницы попадают и в тяжелом состоянии в реанимации, и под ИВЛ находятся, к сожалению, граждане, которые не получили вакцину. А нагрузка на медицинских работников в течение уже почти 2 лет, она существенна именно из-за этого. Мы уже потратили в этом году, планируем около 6 миллиардов дополнительно только на эти мероприятия предотвращения распространения, которые отдельно предусматриваются от статьи здравоохранения и содержания учреждений. И вот недавно действительно, и вот вчера Владимир Владимирович Путин также об этом высказался, о том, чтобы также продолжить по стимулированию оплаты труда, поддержки врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, водителей и работников скорой помощи. На фоне, к сожалению, сохранения достаточно серьезного количества заболевших, находящихся именно в зонах реанимации и под ИВЛ. Здравствуйте. Как влияют выплаты по кредиторских задолженностей на бюджет Якутии? Ну, надо понимать, что это, скорее всего, вопрос по государственному долгу республики и бюджета. Надо сказать, что уровень государственного долга субъектов Российской Федерации в рамках оценки Минфина России по критериям бюджетного кодекса, эти критерии предусмотрены, что те субъекты Российской Федерации, у которых государственный долг в размере до 50% собственных налоговых доходов, эта группа субъектов характеризуется как с высокой долговой устойчивостью. То есть у них считается это высокая долговая устойчивость, и она, политика с таким 50% не выше считается достаточно устойчивым. У нас государственный долг на данный момент составляет 34%, то есть еще далеко до 50%. И это отмечается в том числе и оценкой международных рейтинговых агентств кредитных, а также и национальным рейтинговым агентств «Эксперт.РА», которые ежегодно, каждые полгода отдают оценку долговой устойчивости субъектов Российской Федерации. В этом смысле у нас есть так называемый рейтинг BBB-,
которые характеризуют, что республика является кредитоспособной, платежеспособной, с высоким уровнем устойчивости к долговым нагрузкам и обслуживания, и погашения производит без всяких проблем влияние на бюджет. BBB- таким рейтингом субъектов в Российской Федерации обладает порядка 10 субъектов. И мы входим в их число наравне с крупнейшими субъектами Российской Федерации по надежности и устойчивости обслуживания государственного долга. Так, вопросы, да? Говорили, что будет бюджет самый большой за счет собственных доходов. Чем обязаны такому росту? Ну вот я уже говорил, что мы обязаны это восстановлением экономики. Например, вы помните, в прошлом году, когда алмазодобывающая отрасль почти квартал не могла работать из-за пандемии, то в последующие периоды они нарастили эти продажи. Сейчас, после того кризиса, возрос спрос на изделия нашей алмазодобывающей компании во всем мире. И вы помните, что доходы нашего бюджета зависят от доходов нашей компании, работающей на территории, а их доходы, в свою очередь, зависят от цен на мировых рынках. Вот особенностью экономики Республики Саха-Якутия является то, что та продукция, которая у нас производится, она в основном ориентирована на мировые цены. То есть это что у нас? Алмазы, нефть, газ, золото, уголь. И цены на них формируются на мировых биржах. И в зависимости от этих цен формируются доходы наших компаний. Надо сказать, в этот период, вы как понимаете, у нас идет реализация алмазной продукции. Золото мы в этом году, возможно, выйдем уже выше 40 тонн. В прошлом году был рекорд за весь период добычи, и даже превысили рекорд советского периода добычи золота. В этом году выше будет, в 2022 году, вернее, планируется еще выше 40 тонн добычи. А уголь планируют довести почти до 30 миллионов тонн в следующем году, если не выше. Такие планы у наших крупнейших добывающих угольных компаний. Это Колмар, Эльга, Уголь. Вот этому обязан такому росту, как я сказал, почти на 10% вырастает налоговые доходы. Это существенный рост в 2022 году за счет деятельности наших предприятий. Мы все кормим Москву налогами, а сколько налогов остается в Якутии и сколько запланировано на 2022 год. Ну, понятие того, что мы кормим Москву, это надо понимать, что отчисления. Но в любой стране, в любом обществе есть распределение налогов между федеральным центром и регионами. Федеральный центр отчисления налогов, например, вот налог на прибыль, если мы возьмем, ставка его 20%, из них 3% на предприятие, из них 3% причисляется федеральный налог, 17% в бюджет субъекта Российской Федерации. Если взять НДФЛ, вот который я говорил, он полностью 100% отчисляется в бюджет субъекта в республику. А мы, в свою очередь, распределяем этот норматив, 40% поступает в местный бюджет, 60% в республиканский бюджет. Мы не кормим Москву. Это называется, мы обеспечиваем деятельность всего государства. В данном случае государства Российской Федерации. Не может быть такого, чтобы все налоги оставались в субъекте в определенном, так, а туда не отчисляют. А тогда обеспечение деятельности всего государства что было происходить? Обеспечение обороноспособности всей страны, безопасности и обеспечение общих для всех субъектов расходов федерального бюджета. Это первое. Второе. Субъекты все разные по своему налоговому потенциалу. У кого-то есть, наверное, полезные ископаемые, как у нас, а у кого-то их нет. Но все мы граждане Российской Федерации от Чукотки до Калининграда. И государство в лице правительства Федерации и президента является гарантом обеспечения доступа ко всем услугам граждан на всей территории Российской Федерации. К базовым услугам, образованию, здравоохранению, культуре, социальному обеспечению,
и так далее. Обеспечение теплом, электричеством, водоснабжением и так далее. Поэтому вот у нас 151 миллиард налоговых, неналоговых доходов мы получаем. И кроме этого 114 миллиардов, вот если брать цифры 2022 года, и трансферты из федерального бюджета. Что основную долю с территории Республики Саха-Якутия поступает в федеральный бюджет? Это налог на добычу полезных ископаемых в части углеводородного сырья. Это на всей территории, это в отношении нефти и газа. Налог на добычу полезных ископаемых по нефти и газу, он поступает в федеральный бюджет в любом субъекте, хоть Ханты-Мансийском округе, хоть Ненецком округе, хоть Тюменской области, там, где добыча идет нефти и газа, в том числе и в Республике Саха-Якутия. Да, это достаточно серьезная сумма, она все время повышается, то, что республика. Это наш вклад в общее устройство государства. В прошлом году это было порядка 140 миллиардов, которые НДПИ, только налог на добычу полезных ископаемых, поступает в федеральный бюджет за счет углеводородного сырья. А вот налог на добычу полезных ископаемых алмазов 100% остается в бюджете Республики Саха-Якутия. Вот в данном случае то, что для нас является именно специфическим, это остается у нас 100%. Ну вот мне показывают, что уже достаточно прошло много времени. Сколько мы в эфире? 50 минут? Еще осталось 5 минут, да? Хорошо. Вот с этой точки зрения, то есть я сказал, 151 миллиардов это остается у нас, ну то есть то, что называется. И плюс с федеральным бюджетом мы получаем 114 миллиардов. Да, а федеральный бюджет в прошлом году, например, отчисление 140, а 114 мы все-таки получили, ну если так считать, как вы считаете. То есть наш вклад в общее состояние государства весомый, но опять же обратно возвращаются федеральные трансферты. Все ли ведомства выполняют финансовые правила, насколько это влияет на бюджет? Много штрафов наложено за соблюдение этих правил. Вот хороший вопрос, действительно, в составе Министерства финансов есть Департамент бюджетно-финансового контроля, а по-старому это была тут ревизионная служба. В год мы проводим до 600 проверок по использованию средств государственного бюджета, как в государственных учреждениях, так и в муниципальных районах, проверяя те субсидии, которые поступали из государственного бюджета. Да, безусловно, нарушения ревизорами выявляются, выписываются акты предписания выполнения, и в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за те нарушения, за которые положен штраф, выписываются штрафы на должностное лицо. Их достаточно много, я сейчас не смогу вспомнить, но выписывает у нас комиссия административная, еженедельно заседает, к сожалению, по назначению административных штрафов, административных дел за нарушения. И надо сказать, что вот эти проверки, они направлены не только на наказание, но и на профилактику в дальнейшем стандартных систематических нарушений по целевому, правомерному использованию средств государственного бюджета. Штраф у нас накладывается сотнями, так, и суммы эти достаточно серьезные. То есть минимальный административный штраф составит 20 тысяч рублей за одно правонарушение, и максимальная сумма до 50 тысяч рублей за одно правонарушение. И бывает так, что, к сожалению, да, на должностных лиц мы накладываем и по несколько штрафов. Это вот касается этой системы. Зачем мы предоставляем льготы нефтяникам? Какая от этого выгода региону? Вот это очень хороший вопрос. В свое время мы предоставили льготы нефтедобывающим компаниям, чтобы они с этой льготы сумели за более короткий период создать свои производственные мощности по добыче. А что значит создать производственные мощности по добыче в ускоренном периоде? Это значит раньше приступить к добыче, к реализации, получению выручки и отчислению налогов в наш государственный бюджет. Именно таким образом мы создали сейчас, вот я уже говорил, от нефтегазовой добычи мы 20 миллиардов ежегодно получаем налоговых доходов. За счет того, что в более ускоренном периоде, в льготном периоде, они смогли нарастить эти серьезные мощности бюджета по строительству.
Ну что ж, уважаемые участники нашего прямого эфира, спасибо за ваши вопросы. И на этом мы завершаем наш прямой эфир. До свидания. Оказывается, надо... Дело в том, что он автоматически через А? 60 минут, он автоматически выключает.